Менде мұқият тыңдаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені қол алсамыз, бұрыштарымызға сәттілік. Первый раунд, ко-мейн-ивент. Здесь не может быть скучно. Ни при каких обстоятельствах. Сложный экзамен для них, сложный в целом, да, турнир в плане организации. Наверное, на ИЗА-51 большое событие в Алматы на EDD-арене, но проще его делает Five Kick. Это первая система для контроля и управления бизнеса на казахском языке. Отдых бизнесу не помеха, дамы и господа. Официальный партнер на ИЗА Five Kick. Авдибай Тулу. Все начинается с разведки. Одиночный удар прилетает во внутреннюю часть бедра. Силва. Элвис аккуратен и даже скорее сдержан во многом. При этом именно за ним сейчас инициатива наступает Кайсар. Широкая стойка. Такая опора серьезная у Силвы. Пытается так нащупать джебом. Бросает фронт-кик. Удар по корпусу от Авдибай Тулу. Размашистый, Сила мажет по воздуху сейчас, но заявка есть от бразильца. Тут же выбрасывает боковой. Рабочую руку включает потихонечку Сила. Пытается скрыть левую руку свою. Успевает лоу нанести, Силва вкладывается, но вот это намерение было понятно и даже ожидаемо во многом. Авдибай Тулу легко уходит с линии огня. Силва поджимает. Получает даже в район колена. Хороший удар от Авдибай Тулу. И вновь вы сами слышите. Ноги у Бусурманкула. Это серьезное оружие. Зеркальные стойки выбирают парни. Сурманкул. Отвечает. В блок прилетает удар от Силвы. Пока все читает, в принципе. В исполнении оппонента Авдибай Тулу. Рано, наверное, какие-то выводы делать касаемо того, за кем преимущество. Но вот здесь двоечка. Не самая уверенная защита от Силвы в этот момент. Многие отметили его внешнее сходство с Чарльзом Оливейрой. В плане поведения, в плане, наверное, раскрутки тоже более. Сурманкул. Вновь проверяет. Есть ответный выпад от Силвы. Пытается работать по этажам Силвы, пытается где-то пробить корпус, но это скорее получается у Авдибай Тулу. Попадание в корпус, но опять же на отходе еще и залетает удар от Силвы. Ох, а это существенно, это чувствуется! Приходится отвечать Элвису, и нет той улыбки, что была на первых секундах первого раунда. Нащупал, как кажется, и свою дистанцию Авдибай Тулу, и все увереннее себя чувствует. Где-то можно пофейковать. Тем более, опять же, Силва крайне не активно. Ну, кажется, даже медлительно немножечко. Силва. Может быть, и простой сказывается очень серьезным. Пока нет борьбы, пока нет проходов. Вот тут Авдибай Тулу, думаю, может удивить оппонента. Опять заряжается. Опять мажет. Элвис успевает отступить. Размашистый оверхенд от него. Обозначил, наверное, Бусурманкул, что может пойти. Здесь двоечка. И основной акцент был сделан как раз-таки на ударе, на хайкике Силвы. Но Бусурманкул все читает попадание. Есть одиночный, ну так, двоечка с левой. Джебом нашел голову соперника Бусурманкул. Авдибай Тулу. Да, подавливает Силву, но, честно признаться, это какого-то преимущества вообще не дает ему.
Скорее, вот Бусурманкул заставляет гоняться за собой соперника. А вот это ощутимо. Силва. Есть порох. И левая нога, как казалось, в голову-то все так же целится. С колена в прыжке. А тут ошибся. Абдибаитулу перевел соперника. 10 секунд ему подсказали. Разумеется, он прекрасно знает. Скорее нужно довести дело до конца. Это первый раунд, друзья. Не сказать, что как-то уж активно провели его бойцы. Бусурманкул технично работает вторым номером, умеет и получается у него хорошо контрить. Силва, как кажется, себя еще не нашел. Хоть и были определенные попадания у него, но большой угрозы они все равно не несли. Это co-main event, второй раунд. Бой за, в общем-то, повышение в классе. Да, понятно, что Найзат это один из ведущих промоушенов теперь в Казахстане и ведущий. И один из ведущих где-то в СНГ у нас, в СНГ пространстве. Но что касаемо, конечно, ведущих мировых промоушенов, то вот Бусурманкул, думаю, может претендовать на попадание в UFC. Но опять же, в случае победы, вот что нужно сейчас кыргызскому файтеру. Бусурманкул, Абдибаитулу. Сила. Начинает второй раунд. Боец. Бусурманкул. Опять нащупывает. По-моему, свою дистанцию нашел. Элвис. Опять включает левую. Выбрасывает прямой. Ну-ка. Бусурманкул. Пытался двоечку, по-моему, провести. По итогу просто удар вот в район икроножной мышцы. Опасный хайкик от Силвы, но очень вовремя вылетел. Опять же, лоу-кик от Абдибаитулу. Завелись болельщики в тот момент, когда ну, вот показалось им скорее, что может потерять сейчас равновесие или оказаться на настиле Силва. А вот, как мне кажется, как раз-таки потерял равновесие бразилец. Друзья, я вернулся. Надеюсь, был очень интересный бой. Да, Дидар? Ну, первые 5 минут, опять же, за Абдибаитулу определенно, но в таком спокойном достаточно режиме все проходило. А вот второй начинается куда интереснее. Вторая пятиминутка. Да, видно, что бразилец, да, хорошо и попадает, и идет за финишем. И интересные у него какие-то накладки, да, на ногах. Фиксаторы, как это правильно называется, я даже не знаю. Ой, хороший удар. Кстати говоря. Ну вот левая рабочая, и правда, вот у нее и по первому раунду скрывал. Захромал боец из Бразилии. Не скрывает. Ну, такое ощущение, что выставил ногу, будто бы демонстративно даже вперед. Но захромал все равно, то есть это было не скрыть для глаз. Я думаю, что Бусурманкул этот момент точно для себя запомнил и будет продолжать туда бить. Хотя вот сейчас и с руки тоже он попадает хорошо. Манкул пытается теперь выцелить это самое колено. И, как я понимаю, весь зал поддерживает Буса, кричат же, да? Не очень понятно, но весь зал точно кого-то поддерживает из бойцов, скорее всего, Бусурманкул. Бусурманкул, разумеется. Не доносит свою атаку Сильва. Ну, теперь неплохой тип прилетает, но вот все видит Бусурманкул. Хороший лоу-кик от него. Ну, такой осторожный бой получается. Я ждал здесь много борьбы. И, в принципе, в последнем своем бою Бусурманкул очень хорошо и зарубался тоже. Ну, так было и в первом раунде. То есть даже, наверное, еще темп был пониже. Одиночные удары. Да, так, сейчас двоечка, вот так и тут. Да, хорошее колено и хорошее. Ну, очень быстро отходит на безопасную дистанцию Бусурманкул, отпрыгивает буквально и продолжает. Вот и попадание в то самое колено. И посмотри, вот это покраснение, наверное, сигнализирует о многом. Да, и как мы знаем, Бусурманкулу просто нельзя сейчас рисковать, если он хочет попасть действительно в UFC, а у него эта возможность попадания туда есть.
Поэтому ему нужна просто победа, видимо, ну, любой ценой, да. То есть не хочет он развивать успех, хотя до этого у него очень много было ярких боев. Ой, такой Ну, яркий финиш амплитудный составит удар. в UFC, по-видимому, да? Тут такая установка. Да, победа Элвис. точно нужна. Нужно закрыть поражение в титульном бою в лиге Eagle FC против Расула Магомедова. Там был очень равный такой крутой конкурентный бой. Видимо, сейчас прям, ну, нужно точно его закрыть, чтобы подписаться куда-либо. Хотя, может быть, он и в Найзе останется на пару боев, потому что, ну, боец яркий. И, в принципе, мне кажется, для соседей из Кыргызстана очень такой значимый боец. Потому что думаю, что много ребят, которые находятся сейчас здесь, приехали именно на него. Да, вся опора была сейчас на одной ноге Вот и попадает хороший в перевод. Бусурманкулу. Да, я не знаю, рассказывал ты нашим зрителям или нет, но Бусурманкул — это человек, который с грэпплингом очень в хороших отношениях. Он чемпион был Евразии, по-моему, по грэпплингу. И он очень хорошо борется. И вот для меня сейчас удивительно, что он Да. не пытается как-то лезть в партер, а пытается разобраться все-таки в стойке. Правда, это было очень давно, и вот такое ощущение, как будто отошел от своих корней как-то Бусурманкул Абдибаитулу. Да, кстати, часто история в ММА, тот же там известный борец Джастин Гейджи, который вообще забыл, что такое борьба и знает только, что такое рубиться. Ну вот, кстати, сейчас тоже хороший был удар Бусурманкула. Хотя на пресс-конференциях напоминает об этом раз за разом. Вот, ну, Абдибаитулу такими громкими словами не разряжается. И вот интересно сейчас смотреть, да, насколько они все-таки одиночно как-то действуют после боя Соры Рахмоновой, которая каждый раз била тройки и всякие интересные комбинации. Сейчас вот такая именно перестрелка из пушек, она не так круто смотрится и динамично. Ну, Силва должен понимать, что в третьем раунде ему нужно выкладываться по полной, потому что иначе решением навряд ли удастся забрать Да, остался третий раунд. победу. И, в принципе, ну, пока я не знаю, я не думаю, что они очень много сил растеряли, оба спортсмена. Может, будет что-то интересное. И, как я знаю, как раз Сильва в прошлом своем бою, в дебютном в Найзе, победил, по-моему, в середине второго раунда. Так что, может быть, что-то он готовит, какой-то козырь в рукаве, точнее, в шортах у него А есть. вот тот самый удар, что... Ну да, видимо, в нерв попал, наверное. Да, видимо, нога подвернулась, или он попал в нерв, то есть не критично, скорее всего. Дают какие-то установки сейчас Сильви, прям уверенно ему говорят, что делать. Мы, к сожалению, не знаем португальского, но думаю, что ему говорят о том, что третий раунд станет решающим, и нужно все, что у тебя есть, показать. Ну, это парень, который прошел огонь, воду и медные трубы. Причем в буквальном смысле этого слова, работая в нефтяной компании. Да, он довольно поздно пришел в ММА. Работал он промышленным сантехником. Это так, по-моему, звучит. Да, звучит, конечно, крайне диковинно. Конор Макгрегор на максималку. Так, начинается третий раунд. Как-то немножко близко ноги. Интересная стойка. Да, да. Все же Будто бы сейчас на танец пригласили. такого, да, я не видел. Ой, Ой, может быть, заряжается. хороший удар. Но левая определенно, я уже говорил, нащупывает, и он такое ощущение, что не пытается выбрасывать постоянно. А Бусурманкул, да, вот как фехтует он. Занимается фехтованием, попадает издалека, попадает. И уходит. Да, хорошо и уходит. Ой, Один опять, удар. вот она. Да, и опять нога, кстати, подвернулась. Непонятно, по какой причине, да, обратиться к медицинскому персоналу Силва после боя. Причина одна, я думаю, здесь понятно. Финальная пятиминутка в эко-мейн-ивенте. Ну как-то не на развивает 51. Бусурманкул. Мог бы еще тоже туда закинуть, наверное, пару раз. Ну, может быть, вот все и объясняется как раз-таки той мотивацией, о которой ты говорил. Ну да. Все-таки, когда перед тобой маячит вот эта возможность перехода в главный промоушен своего мира, и для этого тебе нужно одержать победу. Но, с другой стороны, вот эта зрелищность, она необходима просто-напросто для того, Я чтобы думаю, тоже отправиться. матчмейкеры определенно и на это смотрят. Ну, победа — это хорошо, но если ты действительно показываешь не самые яркие бои, то есть вероятность, что тебе победу, ну, не победу, а контракт не дадут все-таки. Ну, тем более у тебя рекорд не чистый, то есть 14-4-1, в принципе, с Бусурманкулом, правда, можно. И тем более бой дается против Силвы. Не сказать, что у Элвиса так многое проходит. Ну, разве что вот эти левые прямые.
Несколько он донес, по-моему, до цели хайкиков. Ну и то это в блок прилетело. Да, максимально безопасный режим у Бусурманкула, фехтование, одиночные удары и лоу-кики разбавляют все это. Ну, хотя тоже бразилец не перестает огрызаться, но у него все-таки это как-то не так эффектно, что ли, выглядит эффективно. Да, как бы тривиально не звучало, наверное. Не очень-то и эффективно. Сила. Да, и так уже 2 минуты проходит у нас третьего раунда, остается всего 3. И вот попытался с колена Бусурманкула зарядить Сильва, но не получилось у него. За это еще и был наказан Абдибаитом, пропущенным справа. Очень легко уходит с линии атаки Абдибаит Улу, пока Силва вот эту припрыжку организует с коленом. А тут мы какого-то размена ждем в конце концов. Какой-то вспышки, да, которая может случиться Бусурманкул. Может быть, сейчас. Теплится где-то еще на. И вот у Сильва какие-то интересные тоже хайкики, постоянно он пытается их выкинуть, но они не доходят до цели, они как какие-то необычные точно. Вообще он необычно ногами работает. Ну вот, да, опять очень, конечно, хорошо уходит с линии атаки Бусурманкул в очередной раз. И это при том, что он, его база это вообще кикбоксинг, да, и в кике ну, есть определенные успехи, опять же, в Бразилии, силы. Может, под конец какой-то дадут Бусурманкулу сигнал, он все-таки поборется. Это тоже интересно это посмотреть. И правда, ткнул, так попал по корпусу, ушел, вот сейчас опять колено. Но вот на фоне всего такого, всего этого происходящего, и как-то ни мы не взрываемся, ни они, но опять туда же доносит свой удар Бусурманкул Абдибаиту опять в район да, коленной работа на чашечки, результат, скорее. очень осторожная. Вообще, мне кажется, Бусурманкул решил не пропускать в этом бою ударов. Просто прийти, забрать победу и потом отправить это видео матчмейкерам UFC, Шону Шелби и кому-нибудь еще. Да, очень такой бой у нас размеренный, тактически выверенный. Мне нравится семиномичность твоей речи. Просто уже, знаешь, после боя Пумы... Все так же, да, вот зависло? Но я жду от последнего боя Гусейнова и Алджаса Абзалиева тоже какие-то мощнейшие искры, потому что Артур это умеет показывать. Алджас, в принципе, тоже, когда я смотрел его бой за титул. Так что, в принципе, бой делают двое, и эти двое есть. Не знаю, надеюсь, что ребята не изменят какой-то свой план на бой, который я никогда не спрашиваю, и не будут там бороться и что-то позиционно играть, а просто зарубятся. Ну, Абзалиев вольник. В базе хороший. Так что, не знаю, сможет ли он стать! Это нокаут! Взрыв от Бусурманкула за 20 секунд до конца! И этот джентльменский нокаут, он нокаутировал. Смотрите, люди бегут к клетке. Да, просто какая-то толпа несется в сторону Надеюсь, клетки. сейчас охрана отработает, потому что все хотят попасть в клетку, все хотят сейчас фотографироваться с Бусурманкулом. Джентльменский нокаут, только я сказал, что это все скучно. И вот такой вот джентльменский нокаут без добивания. Я не совсем понял, что произошло. Я требую повтора, вы тоже требуете. Мы хотим повтора, потому что, выглядело это прикольно. Потерянный сейчас Дуглас. И очень, видимо, в себе разочарованный, потому что, да, 20 секунд до конца. 20 секунд, и ты... Вот, смотри, повтор. Да, такой отложенный нокаут. Ну, правильно, вовремя, наверное, остановили. Хотя, может быть, он бы и выживал бы, но здоровье его Ой, точно посмотри, какой сохранили. короткий боковой-то, слева от Бусурманкула, настолько мощный. Навстречу ты его даже не увидел, просто Казар, посмотри. Это он опять оверхенд закладывал на концовку, по-видимому. Да, не зря фехтовал, то есть, да, правильно нашел момент, нокаутирующий удар тот, которого ты не видишь. Прилетело, Да, конечно, мощно. короткий, мощный удар. Слушай, это заявка от Бусурманкула. Правда, терпеть, держаться. 14 минут, 40 секунд из 15 заявленных он провел в режиме, когда ты понимаешь собственное превосходство. При этом, да, вот это стоит на этом прям поставить восклицательный знак, чтобы Бусурманкул знал, что он выигрывает. Он знал, что нужно просто 20 секунд еще отбегать, и тебе отдадут победу. Но я не думаю, что была установка, то есть у него была такая мысль, я хочу закончить прямо здесь сейчас. Пройдет? Пройдет. То есть Элвис вывалился, а Бусурманкул сделал свое дело, но очень грамотно. Сильва почему-то тоже сел на клетку, и либо он
не понимает, где Но это находится. бразилец, это бразилец, нужно понимать, это бразилец. Он любит, он заигрывает с аудиторией, он кайфует от этого. Ну, кстати, смотри, хромает он. Видимо, Ну. все-таки, да, лоу-кики дали свой результат. Причем это даже не по икроножной бил, а вот в колено же даже. Да. Сурманкул обгибает его. О чем-то переговариваются, и, видимо, на английском, потому что я слышал слово good fight. Остальное я не слышал. Есть, кстати, небольшая сечка у Сурманкула над левым глазом. 4 minutes 41 seconds of round number 3. Winner by knockout, fighter of the red corner, Busurmankul Alay Abdiaitullah.